Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже много-много лет, как помнит товарищ Лютый, веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня у нас в гостях в темной студии. Начнем с руководителя органа исполнительной власти, министр по делам молодежи, социальных коммуникаций Петр Шамаев. Здравствуйте. Да, добрый день. И руководитель регионального отделения Народного фронта России, народный депутат Законодательного собрания Иль-Тюмень Республики Валерий Лютый. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, помимо того, что Валерий Алексеевич совмещает в себе вот эти, скажем так, общественные нагрузки, да? Ну, скажем так, общественные нагрузки. У нас же общественная трибуна. Непосредственно является участником боевых действий в Демократической Республике Афганистан. И председателем Союза ветеранов Афганистана Республики. Да, это немаловажно. Сегодня мы поговорим в очередной раз, и, наверное, не устанем повторять. Мы здесь собирались с Александром Подголовым, собирались со многими другими, с волонтерами, которые по линии Молодой гвардии Единой России ездили на гуманитарные миссии в Республике Донбасс. Да? Мы сегодня хотели поговорить еще очередной раз о патриотизме и о тех шагах, которые, возможно, будут способствовать тому, что уровень патриотизма в стране у нас, да, он немножко вырастет. Давайте начнем с флага. Мы начнем с флага, да? Потому что, как бы мы ни критиковали коллективный Запад, но чего у них не отнять, так это отношение к флагу. Да? Для них поругание флага – это огромнейшее преступление. Согласитесь, Валерий? Конечно. Но у нас тоже отношения нормальные, я считаю, что я не видел поругания. Оно в законе наказывается уголовной ответственностью. Угу. Идея была к тому, что все больше и больше предприятий, частных людей, да, они не должны, а в порыве, скажем так, душевном, они могут водружать на свои здания, на свои дома российский флаг. Российский флаг, возможно, Знамя Победы. Мы в Дни Победы видели, что очень много знамен Победы, они на зданиях, на домах. Это было хорошо. Это было хорошо, согласитесь. Это способствует тому. История бабушки с красным знаменем, которая по телеканалам многим была транслирована, она тоже чему-то доучит. Чему-то доучит. Вот для вас флаг, ну, неважно, там, красный флаг, вы воевали под красным флагом, да, или российский триколор, для вас что означает? Ну, во-первых, это принадлежность государству. Вот, за любым символом государства стоит его родина, страна, его история. Вот мы же преемники, что СССР, Россия, у нас история-то одна, и история уходит в века. Вот. И у нас есть история богатейшая, она лучшая в мире. Это не только победы на войнах, это и победы и в космос, это атом, это много-много, это сельское хозяйство, то есть вот это развитие производства. У нас же было в Советском Союзе, было, и сейчас идет развитие. Ну, вообще я всегда с ребятами, когда встречаюсь, знаете, какой вопрос задаю первый? Объясните, что такое Родина? Простой вопрос. С чего начинается Родина? Да, с чего начинается Родина. И начинается тут. Даже старшеклассники иногда плывут. Вот они вроде как понимают, а ведь вопрос-то простой. Любого, кого спроси, он скажет, знаю, да, что такое Родина. Ну, конечно же, он скажет, Родина – это там, где я родился. Но это нет. Родина, как выясняется потом, когда я им привожу пример, а речка, где вы купались в детстве, а дедушка, бабушка, а друзья ваши, а ваше село – или ваш город, ваша улица, все, что вам близко, это вам любо? Да, это мы любим. Вот что вы любите и что вы можете вспоминать с добротой душевной и готовы за это пойти воевать, это есть Родина. Это очень емкое понятие Родина. Для меня Родина сейчас Якутия. И была Якутия, потому что я тут всю жизнь прожил. А в целом Россия. И вот мне много чего можно вспомнить. Не только войну в Афганистане, но и было много хорошего. Вот. И вот это вот все, что нас, когда вот все говорят патриотизма, ну, слишком часто говорить это и применять слово, я бы вот сказал, что не надо говорить. Патриотизм – это поступки. Нужно что-то делать. Как и людям. Вот флаг кто-то вывесил. Вот мы, например, в День России всегда с афганцами, не только афганцами, там присоединяются спортсмены, тогда автопробег делаем.
Вот поддержку наших ребят последний раз у нас 55 машин был. Это флаги республики и России. Вот мы показываем свою сопричастность. То есть мы какое-то действие, оно небольшое, да, допустим, но оно действие. И вот так и каждый гражданин должен, каждый на своем месте по чуть-чуть, он должен, где-то поддержал, не промолчал, где-то что-то сделал. А наблюдатели вот это и ворчуны, ну, я не знаю, это вот не про меня, не про ребят наших, но которые прошли особенно войну, те уже патриоты до мозга костей. Но хотелось бы это передавать. Вот сейчас мы, наверное, больше будем говорить о том, что должны мы сделать, чтобы патриотов было больше, чтобы молодежь понимала, чтобы мы не пришли к тому, что мы пришли на Украине. А ведь там идеология была. И целая идеология нацистской пропаганды. Цель была настроить молодежь против России. Антироссия, мы говорим. Также Германию готовили. Также готовили Германию против СССР. Та же Англия, та же Америка. Это потом они испугались, чтобы джин не выпрыгнул с бутылки. А вначале-то их цель была именно натравить на Советский Союз. Вот, поэтому это политика, да, ну, это большая политика. Но мы сейчас, вот исторический момент, очевидцами становимся тоже больших грандиозных событий. Меняется ломка мироустройства. Это только начало. Начало, конечно, трагичное. Я всегда сравниваю, знаете, на Украине с чем? Я сравниваю с болью, знаете, вот как есть гангрена. Мы понимаем, что гангрена может убить целое тело. И вот приходится делать хирургическую операцию, какую-то часть отрезать. Больно, ты понимаешь, что погибнут мирные жители. Но ведь погибло уже столько детей на Донбассе, столько людей, 14 тысяч. Сотни, по-моему, там детей маленьких. Вот. И мы вынуждены были проводить эту операцию, чтобы избежать большой войны, чтобы не было там ядерного оружия у нацистов. А ведь к этому все шло. Вот. Избежать, и может быть даже я уже замахиваюсь на какую-то глобальную вещь, но я думаю, что мы даже, наши ребята героические сейчас, которые сейчас, я повторяю, там каждый герой. Владимир Владимирович Путин сказал, тот, кто находится там и был уже хоть раз под обстрелом, он герой России. Была бы возможность, каждому герою может давать. Это не обязательно, что подвиг совершил. То, что он уже под обстрелом там находится, в минометном и так далее, он уже герой. Он пошел, добровольно понимая, что он может погибнуть. Ну вот, и это вот самое главное, мне кажется. Петра Шамаева я хочу спросить. Вот вы руководителем исполнительного органа государственной власти, который отвечает за идеологическую, скажем так, подготовку, ну, скажем так, вот, патриотическое воспитание в том числе, да? Я вот беседовал в прошлый раз с ребятами, с Сашей Румянцевым, которые ездили с гуманитарной миссией. Да? Вот вы, как руководитель министерства, как считаете, уровень патриотизма у нашей молодежи, он сейчас на какой стадии? Вот, на текущий момент? На текущий момент, на самом деле, если так посмотреть, очень много, вот я слышу, да, вот критикуют молодежь, то, что она сейчас не патриотичная, не любит свою родину. На самом деле это не так. Если разговаривать с ребятами и говорить о том, что происходит, и объяснять ситуацию, то ребята воспринимают это очень хорошо. Есть момент, да, вот многие ребята, может быть, нейтральны и под каким-то влиянием, под действием вот иностранных каких-то звезд, может быть, вот интернета, могут высказать какое-то мнение. Но если с ними встречаться, мы вот каждый вечер встречаюсь. Я порядка, вот с начала специальной военной операции встретился, наверное, порядка 700 молодыми людьми. Это начиная от школьников, заканчивая рабочей молодежью. И у всех у них есть моменты, если с ними разговариваешь, в начале моменты говорят, да, вот негатив какой-то проявляется, но в конце концов все-таки ребята всегда понимают, проявляют понимание и поддерживают наши войска и вообще весь этот курс на самом деле. И что я думаю, да, вот как министерство, мы на самом деле, и вот Арсением Сергеевичем было сказано, и в этом году мы планомерную работу уже начинаем. Закон принят патриотического воспитания в Республике Саха-Якутия. Тут очень важный момент, не только Министерство молодежи на самом деле отвечает, а все министерства будут работать в этом направлении. Все усилия будут направлены для того, чтобы усилить патриотическое воспитание. А также у нас подписан план главой по патриотическим мероприятиям в республике. Это тоже очень важный шаг. Мы будем усиливать, консолидировать все усилия, как уже было сказано, и будем начинать, наверное, работу уже с детского сада, чтобы мы понимали.
я соглашусь с Арсением Сергеевичем, да, то, что в последнее время было, может быть, на самотек пущено, какие-то вот именно патриотическое воспитание у нас ушло только на мероприятийный характер какой-то, глубинных моментов не было, идеологии как такового у нас вот на сегодняшний день, я вот соглашусь, ну, вот, слабо. Я думаю, через какое-то время, вот, время показало, вот, специальная операция показала все, те западные ценности, которые были, да, например, вот, всякое живое существо живо, там, Голливуд писал там «Сейф Якутия» и тому подобное, но сейчас такую степень ненависти к России, к русофобии, вот, на самом деле мы, наверное, не знали. Нашим студентам, проходя, вот, неважно, какой у тебя разрез глаз, вот, азиат ты или кто, да, за использование русского языка сразу негатив, плюют в лицо. Это же это неправильно. Где это та толерантность, которая ранее вот западными людьми культивировалась? Где она? Ее нету фактически. Еще наши вот студенты тоже, которые за границей, натерпелись вот по коронавирусу. Как будто азиаты вот придумали все это и распространили. Тоже определенный негатив был. Поэтому, я думаю, вот время настало усиливаться. Я думаю, все усилия надо вот вкладывать в это. Надо усиливать работу. И те встречи, которые мы вот делаем, да, они на самом деле доказывают, что надо работать. Работать и всем вместе. Не только, вот, наверное, Министерство молодежи. Вот у нас очень сильно помогают тоже ветераны боевых действий. Сейчас это те люди, которые остались и могут рассказать, что такое вот, боевые действия. Ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, которых могут ходить активных, ну, фактически нет, очень мало. Поэтому вот поколение идет, и будем, наверное, думать, как вот сказали орган. Вот тут законодательный орган, мы как бы правительство, я думаю, общим усилием постараемся, чтобы ветераны боевых действий стали, наконец-таки, заслужили то уважение, которое они заслуживают. Вот в этом направлении надо работать. Не только вот, удовольствие должно хорошее быть у военнослужащих, но и после того, как они отбыли на... Как бы, мы к этому вернемся, Петр Витальевич. Смотрите, к вам, к обоим. Для того, чтобы планировать ту работу, которую вот следует усиливать, да, нужно знать прошлое. Согласитесь, нужно знать прошлое. Как так получилось? Я к вам обоим задаю вопрос. Да? У нас была одна родина, да? Одни и те же ценности. Мы говорим на одном языке. Ну, с большей частью того населения уже сопредельной страны мы говорим на одном языке. Вся вот эта спецоперация и то, что ему предшествовало, началось с того, что часть Украины хотела говорить на русском языке. Им не давали попросту. Да? Но как так оказалось, что вот и те, и другие, которые обучались в одних школах, в одних академиях, да, те они перешли на темную сторону. Они начали восхвалять того же Гитлера, того же Бандеру и так далее, которые в советском еще в обществе, да, они были... Можно я начну? Да. Попробую ответить. Это вопрос глубинный и очень сложный. Дело в том, что эта работа, как бы кто-то мне говорил, что вот сейчас опять начнет там в сторону Запада, все-таки спецслужб Запада, особенно Англии. Вот. Поддержка именно националистически настроенных. И было вот кроха, небольшое количество. Вот они проявили себя на Майдане тогда, да, там это вот именно их, они самые активные. Всегда это меньшинство самое активное. Я хочу сразу говорить одну вещь, что украинский народ, он не является нацистским. Не надо всегда отождествлять. 90% это нормальные люди. Да, много там молодежи сейчас заражено, потому что они воспитаны этой теологией, они занимались в этих клубах. Все и кто их учебники воспитывали? переписаны. Те же азовцы, те же айдаровцы, ветераны, их воспитывали. Кем, как они будут относиться к России? Конечно, как к врагу, потому что их так накачивали. 2 поколения выросло. Мы ничего не делали. Мы думали, что мы договоримся экономически, они от нас зависят, и куда они денутся. Но вот видите, Запад не жалеет ни денег, ни средств, ни оружия, чтобы столкнуть 2 братских народа лбами. Да, сейчас там воюет национальная армия, и простые люди, их призывают, они вынуждены идти. И все, я вот, например, всегда говорю, чтобы побыстрее, конечно, мы каждый желаем, чтобы закончилась специальная операция, выполнила свою задачу поставленную, и погибло как можно меньше наших солдат и украинских. У них тоже мамки есть.
Вот. И не все там нацисты. Но, еще раз говорю, задачу мы вынуждены выполнять по разоружению, в первую очередь, чтобы Украина была дружественным государством России. Иначе мы не сможем жить. А если оно будет враждебно, и там будет НАТО, естественно, там рано или поздно появится ядерное оружие. И тут паритет будет нарушен. И как Владимир Владимирович сказал, говорит, если уж драка неизбежна, это была его цитата одна, что надо бить первым. Вот так и меня учили, мол. И я тоже с ним согласен, что видно, что было, что ждать как Германия, чтобы потом это было уже атаки и война на нашей территории, мы не можем. А потом есть такое понятие, видите, последний лозунг, мы своих не бросаем. Откуда он пошел? Да потому что теми ребятами, которым перезванивался и разговаривал, которые на передовой ДНР были, они говорят, мы же смертники, мы понимаем, та сила, та орда скопленная, 200 тысяч войск, они нас сомнут. Мы часа и два не продержимся. Но они не уходили с этих окопов, они верили в Россию. И вот они, сомнения были, честно скажу, что Россия встрянет, что, может быть, как-то было у нас в истории. Мы как бы отворачивались от наших, тем, кто у нас верил. Не будем сейчас это вспоминать. Но это было не при Владимире Владимировиче. Он держит свое слово всегда. И вот мы сдержали свое слово, вошли. И он предупреждал, что если и тогда не прислушаетесь, будет стоять вопрос о государственности Украины. И это тоже не пустые слова. Единственное, еще раз повторяю, украинский народ, он в нас у всех, как и другие республики, они в нас частица и культуры, и песни украинские, и все, история наша общая. Все утихомирится, мы будем опять, мы исторически вынуждены жить бок о бок, как и все другие республики. Мы уже как бы, и вот это вот недоразумение, я считаю, что именно спецслужбы создали и поддержали вот это меньшинство. Это, наверное, 7%, может быть, даже 5%. Вот это активные, которые вот сделали вот это все. Ну, я бы сказал, создали эту болезнь. Это болезнь. Украина больна. Вот, и когда мы сейчас приходим, мы же даже по-разному говорим, они захватили, а мы говорим, а народ говорит, а нас освободили. Разное даже отношение, когда освобождают населенный пункт. Поэтому я считаю, что необходимо это было сделать. Но хочется, чтобы сам украинский народ как можно быстрее понял это, сами военные, и сами бы решили вопрос со своей властью. Путем выборов там, как-то там и так далее, что нужно садиться и разговаривать и так далее. Но а вопрос, то, что задача будет выполнена, я не сомневаюсь нашими войсками. Петр Витальевич, в принципе, неплохо ответил коллега. Я соглашусь, на самом деле. Да. Я думаю, да, вот верхушка была обработана, и все пошло как бы. И начали, вот, как сказал Валерий Алексеевич, с образования, с самого детского сада. Ну, видели, транслировали эти рисунки. Когда вот ребенок рисует мертвого русского человека. Да, это москаляку тоже, на голяку прыгают, да. Тот же самый момент тут с молодежью, когда общение идет, и я задаю вопрос, а что было бы, если бы запретили якутский язык? Как вы на это бы отреагировали? Я думаю, реакция закономерная была на Украине. И как бы тут молодые люди тоже понимают, то, что вот, да, действительно, возможно, вот без таких решений эту проблему, она бы выросла в гораздо большую какую-то там глобальную, может быть, войну. Беду, да. Да. К вам персональный вопрос. Да, вот смотрим, ребята сейчас берут Северодонецк. Они стояли насмерть в Мариуполе, да, с азовцами. Вот смотрите, огромная масса сейчас ребят, ну, если желаете, потом присоединитесь, огромная масса ребят, моложе вас, да, гораздо моложе, там 21-23 года, да, они, вот как товарищ Лютый сказал, они каждый достоин звезды героя, да, каждый достоин. Вот они придут в гражданскую жизнь, обратно мирные к жизни вернутся, да, и они, не то что, они обязаны потребовать у нас с вами, у государства, свое полностью по праву им принадлежащие какие-то льготы. В образовании, получении какой-то льготной ипотеки, в социальном обустройстве, да? Чтобы детей как минимум в садик. Вот ошибка была в том, что когда поколение Валерия Алексеевича пришло, да, все отвернулись от них, сказали, мы вас туда не посылали. Сейчас немного другое отношение. Вот как вы думаете, государство как должно поддержать вот то
тех ребят, которые участвуют в военной операции, чтобы они не почувствовали себя там брошенным Родиной. Ну, то, что вы озвучили, это, конечно, очень важно. Да? Вот вначале мы говорили, то, что мы сейчас, наверное, в большей степени думаем о денежном удовольствии, оно на самом деле неплохое. И то, что вот Моисей сказал, и это озвучивается ветеранами, да, действительно, кроме корочки ветерана боевых действий, у нас фактически никаких льгот, кроме образования, нету. Поэтому это вопрос такой открытый. Я думаю, мы это будем озвучивать в любом случае. И с нашей стороны как бы мы сейчас будем думать о том, чтобы, если говорить о министерстве, да, то что, о том, чтобы чествовать ветеранов, которые придут, ветеранов боевых действий, и постараться позаботиться о них. И ставить, конечно же, вопрос о льготах, вот, ипотеке, о достойной пенсии, о том, чтобы какую-то прерогативу, преференции они имели в очереди на получение жилья. Я думаю, этот вопрос назревает и будет решаться государством. А республика на сегодняшний день максимально вот дает те выплаты, которые вот, она должна... Это помимо федеральных еще? Помимо федеральных, да? конечно. Это важно. Это очень важно. И люди должны понимать. Вот Валерий Алексеевичем мы встречались, разговаривали. И как бы конкретно вот есть момент. Если мы сейчас заботиться о наших ветеранах не будем, то в следующий конфликт к нам, ну, Родину защищать никто не пойдет. Родину пойдут все защищать. Извините, вынужден пойдут. Вот патриотизм массово появляется. Знаете, в Афгане ведь кто? 9-й роты смотрели, там хулиганы, хиппи, художник, там какой-то колхозник, разные ребята, да. И когда окунулись в вот эту экстремальную ситуацию, она выявляет человека, выявляет его как и негативные стороны, так и положительные. И там вот как раз рождается парень. И если станет вопрос защищать Родину, я думаю, будут массовые эти люди. Сейчас просто нет такого чувства. Мы понимаем, что наша армия сильна. Мы превосходим технологически и так далее. И такой необходимости вот массово идти, вот поэтому такого-то порыва нет у людей, у молодых людей и так далее. Хотя вот афганцы, наоборот, стараются. Я тоже старался записаться, но как бы по возрасту не подходил. Одно тяжелое ранение, одно легкое. Мне сказали, ну ты же комиссован, куда? Но все равно я нашел способ там, как пристроиться, поехать. И вот собираюсь вот поехать все-таки, выполнить хоть какую-то пользу принести. Вот. А что касается, вот вы очень больную и хорошую тему затронули. Действительно, если мы не будем с уважением относиться, а уважение общества есть. Общество – это одно уважение, когда там, вот, но государство должно тоже свой долг выполнить перед теми, которые пошли, получили, потеряли свое здоровье, какие-то увечья. Да просто даже морально они… Ребята психологически вернуться тоже. Это были подранки. Вот, поэтому я думаю, что государство и наша задача сейчас, не на словах говорить патриотизм, мероприятия, там туда-сюда. И я хочу сказать, что мы сейчас должны все сделать, чтобы в первую очередь помочь родителям погибших. Я не понимаю, почему у нас, например, в Бурятии 2 миллиона, а у нас от республики 1 миллион идет. Я сейчас первым вопросом подниму этот вопрос сейчас на парламенте. Неужели мы этим нашим 10 там, погибших не можем найти еще 10 миллионов от республики? Это нужно все сделать, чтобы… это не заменит, конечно же, сына родителям, но хоть как-то психологически поддержать. Что касается тех вернулись, которые вернутся, ребята, они вольются в ряды этих ветеранов боевых действий Чечни, Афганистана и так далее. А мы им скажем, у нас даже землю не можем получить, даже это… Все, что есть льготы, они эффективны такой, там 400 рублей, 4000 там доплачивают. Какие-то существенные должны быть подвижки. Хотя бы принято по земле законопроект, мы там подготовили, чтобы землю под ИЖС выделять. Если не выдают квартиры. Нет, экономически мы не способны сейчас выдать всем сразу квартиры. Поэтому, вот, зная отношение Алексея Сергеевича, я скажу, мы единственные, 4 региона только принято, что 1 июля будет, это официальный день ветерана боевых действий в Республике Саха. И я надеюсь, Министерство молодежи подключится. Надо отпраздновать, как положено, сделать хороший концерт на площади, мероприятия хорошие. С ветеранами готовы помогать. Я знаю, они сегодня собираются как раз обсуждать этот вопрос. И
Арсений Сергеевич первый ввел, у нас тоже в регионах другого нет, по транспортному налогу льготы. И я считаю, что надо вообще все льготы, что есть у многодетных, сравнять с многодетными ветеранами боевых действий. Я не говорю уже там с ветеранами Великой Отечественной войны, потому что там действительно льготы, так и льготы. А хотя бы с многодетными. Потому что вот у меня афганцы, они уже не то что многодетные, у них уже, они уже и детям помогают, и внукам да? помогают. То есть у них тройная нагрузка. И вот это вот регион может. И вот то, что вот отношение Арсения Сергеевича сейчас вот такой настрой для вот это вот, про не только связано с операцией, а во всех ветеранов. Я уверен, что у нас вот впереди мы будем идти. Но это надо решать на федеральном тоже. На федеральном. Страна должна не только говорить, мы вас уважаем. Государство должно делать так, чтобы ветеран почувствовал, что и тот, который уходит туда, он знает, что он не будет, вернется брошенным. Деньги, которые там, довольствия не закончатся, чтобы он знал, что он застрахован и социально, и по здоровью, лечение там, и так далее, что у него проблем, как в других государствах. Кстати, на Украине даже существует Министерство по делам ветеранов. У нас его нету. У нас в Госдуме там девушка, по-моему, какая-то возглавляет вот этот отдел по ветеранам. Вот понимаете, вот сейчас надо, вот не то, что потому что операция, ну так получилась операция военная, да, мы почувствовали это. Я думаю, знаете, надо, я сейчас, наверное, скажу вещи, которые самому неприятно даже произносить, но, наверное, еще будут конфликты. Так мир устроен. И чтобы те, которые уходят в мирное время, с риском погибнуть или стать инвалидом, они должны быть социально защищены железно. Это должно обеспечить государство, это его обязанность. Иначе это будет выглядеть как, ну я скажу, как предательство. Вот как вы правильно сказали, мы с Афгана приходили, а чиновники нам говорили, а мы вас туда не посылали. Но сейчас другое. Знаете, чем отличается афганская война, а вот сейчас от этой спецоперации? А то, что сейчас о спецоперации все говорят. Со всех утюг включишь, это там о нем дискуссия идет. А про Афганистан, когда я возвращался с Риги из госпиталя, я надел свою медаль за отвагу, иду такой, никому, всем по барабану, даже и понятия не имеет, что, кто идет, и зачем, разговариваешь, начинаю объяснять, и интересно, где-то там что-то, вообще тишина была. Ну тогда была такая цензура, слышали, где-то что-то там происходит, но мало кто понимал. Вот как бы вот этот вопрос сейчас нужно обсуждать, и хотелось бы, чтобы ветераны боевых действий вот участие принимали и в законодательной, чтобы они подсказывали, что им. Много законов есть по рыбалке, по охоте, я говорю, по земле, где денег вообще практически не нужно. Ну дайте землю, они за нее кровь провели. Ну, правильно, если участвовал в боевых действиях, это же не означает автоматом дом престарелых, согласен? Нет, вернутся-то ребята 22-летние, 23-летние. Кстати, по которым образованию жить сделали, да жить, да? да? Согласен с этим? Да, конечно. Не надо их в резервации какие-то загонять, не надо Нет, их. конечно. Да и Им интеграция нужна в обычную И в жизнь. первую очередь они опять пойдут. Во-первых, это опытный. Что такое ветеран? Откуда слово пошло? Я так поинтересовался. Это у нас в советское время ветеран кулинарного техникума стал. Ну, то есть старейший работник. А на самом деле, по словарю Даля, это, по-моему, там это ветеран – это опытный воин, побывавший в сражениях. И он очень ценился с римских времен. Им надавали сразу, римляне давали хорошие земли, они были такие состоятельные люди. Они приходили, потому что если снова враг подойдет, или надо куда-то идти, защищать интересы страны, в первую очередь набирали ветеранов. Потому что от них есть толк, они опытные, они прошли через это горнило войны. И вот сейчас тоже такая же картина. Просто вот афганцы, конечно, они возрастные уже. Вот с них уже как бы их так, но их все равно держат на примете. Ну почему бы нет? Если я в разведке служил, если я имею опыт, может быть, не так быстро бегаю, но еще кое-что осталось, смекал. Польза можем. Так вот, а ребята, которые помоложе, это очень ценные. Вот. И вот это войско в запасе. Это не просто там что-то там послужил где-то там, а это действительно, он же и профессионал в своем деле, то есть какой-то танкист там, допустим, ракетчик, артиллерист, но он еще плюс еще и прошел боевые действия. И сейчас, вот, ведь там не постоянно идет ротация. Это большое количество сейчас. Я даже более скажу, знаете, мы просто сейчас не осознаем это. Это, наверное, даже больше масштабнее, чем Афганистан. Спецоперация. Потому что я смотрю по интенсивности боев, которые там фактически фронт. Если у нас там были операции,
Мы какую-то часть ну, некоторые, конечно, где я служил, там постоянно мы сами искали проблемы, так сказать, находили душманов, караваны. А вообще там была операциями бой. Здесь же конкретно идет прям военные действия фронтально. Поэтому я скажу, что, ну вот, наверное, это закончится не скоро, ну и думаю, может быть, к осени, потому что всех волнует вопрос. Вообще гадать тут нельзя, но политика правильная сейчас военных, что нужно беречь солдат. Вот эта политика очень верна. Вернемся к региону. Давайте вот, поскольку вы начали упоминать и главу, и законодательное собрание, да, и этот. Вообще от региона, на самом деле, в деле патриотизма зависит. Ведь с чего начинается Родина? Вот с саласа родного, да, с улицы родной, с родителей и так далее. То есть все, что рядом. Это здесь у нас рядом находится, вот с этого начинается Родина. И в этой связи я все-таки хочу, что 2020 год был объявлен годом патриотизма в республике. Да, в республике. Потом первым в России мы начали исполнять гимн. Это потом пошло уже другие регионы и так далее. Но первым-то все-таки, получается, мы были. Да. Здесь, помимо, скажем так, воинского долга, молодежь, она еще выполняет совсем иную миссию, гуманитарную. Вот отношение ребят, которые побывали в гуманитарных миссиях на территории Республики Донбасса, по вашему мнению, вы же встречались с ними, разговаривали с ними, да? Если они до поездки, возможно, были под влиянием вот тех так называемых соцсетей, каких-то западных ценностей и так далее, вот как вы почувствовали, как они изменились, что в них поменялось у тех ребят, которые вот с гуманитарными миссиями побывали? Ну, вы правильно подметили, да, вот у нас специальная операция не здесь, рядом с нами, а где-то далеко. И вот, как сказал Валерий Алексеевич, мы, наверное, и не ощущаем определенной беды, может быть, угрозы для себя. А вот ребята, которые пошли, может быть, думали, что, ну, посмотрят, где-то что-то, может быть, повезет, услышим взрыв и тому подобное. А там, на самом деле, вот, действительно идет, как бы, у людей большая беда, и надо работать, помогать. И пришли, конечно, немножко другие. Они более осознанно подходят к этому. Если раньше было там, давайте скинемся по 100 рублей и поможем там какими-то вещами, то сейчас это уже идет изнутри. Надо помогать, надо вот помогать тем людям, которые там сейчас находятся, действительно это им надо. Раньше говорили, тоже были вопросы, а не дешевле ли купить там? Да, вот, увезти же тоже. Вот 16 тонн на сегодняшний день собрали гуманитарной помощи. Сейчас на складах порядка 2,5 тонн сейчас находится. Да? Волонтеры у нас работают постоянно, ежедневно. Теперь таких вопросов у ребят не возникает. Вот в этом плане тоже, я думаю, поездка была, это инициатива самих ребят была. Значит, ребята, ну, как бы, тоже настроены патриотически. Да? Тут никто им зарплаты не давал, никто им не обещал там золотых гор и тому подобное. Волонтер – это тот человек, который едет по зову и сердца бесплатно. Вот они съездили, 2 недели побывали, поработали и пришли с определенным опытом, и с таким же, как бы, опытом, с этим же опытом рассказывают нашим ребятам, что там есть, что нужно прежде всего. И тот же, если говорить о волонтерском штабе, то, может быть, это место у нас такое, да, в экстремальных условиях живем. Если знаем, слышим где-то, что кто-то попал в беду, обязательно стараемся помочь. И сейчас здесь у нас на самом деле помогают все. Не только молодежь, но и взрослые. Не только центральные районы, но и северные районы. Прям они закупают продукты у себя дома и отправляют нам. Это же тоже какой-то момент. Это акт, поступок. Это акт, тоже поступок, конечно. Даже ли частники приносили, вот тут сбор был продуктов, а ведь республика сделала целый вагон от республики. Это вот гуманитарный поезд был от каждой республики по вагону. И не только, вот, я говорю, с арктических улусов приходили, но и просто люди приносили коробки с продовольствием. Это вот так вагон формировал. Я хочу сказать про волонтерство. На Общероссийский народный фронт тоже там участвует активно в волонтерстве. И это непростая задача. На прошлой неделе уже взорвали одну машину с волонтерами. Вот. Люди очень сильно пострадали сейчас в тяжелом состоянии. То есть там опасность есть везде. И я хочу сказать, что, конечно же, мы должны всячески помогать мирным жителям, показать, что у нас нету и не было никогда задачи завоевать, там, кого-то покорить.
на Украине. Мы хотим нормализовать как можно быстрее нормальную, мирную жизнь, но без нацистской идеологии. Согласен. Все-таки у нас дискуссия хорошо идет. Я очень высоко оцениваю и участие и участника боевых действий в Афганистане, и руководителя отрасли, которые отвечают за работу с молодежью. Да? Я все-таки вот завершающий вопрос министру задам. Как вы видите работу с той задачей, чтобы не поднимать... Есть в наших ребятах патриотизм, да? А чтобы улучшать, привносить что-то новое? Что нужно привнести такого, которого, возможно, мы раньше не делали, с учетом того, что сейчас идет спецоперация, с учетом того, что молодежь там и участвует в операции, и в гуманитарных акциях участвует, да? Что нужно, на что нужно усилить давление, чтобы результат был еще лучше? Ну, наше мнение, вот команда Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям на сегодняшний день, да, это непосредственно работа с молодежью на местах, усиление кадровой работы. У нас, к сожалению, специалисты по молодежной политике в районах, да, они совмещают работы специалиста по спорту и специалиста по социальным каким-то работам. И, конечно же, этот человек сначала выполняет работу по социалке, потом делает мероприятия по спорту, потом только доходят руки до молодежи. Поэтому, я думаю, в этом плане надо эту работу усиливать, чтобы у нас в каждом населенном пункте был такой человек. Это не просто работа по патриотическому воспитанию, да? Это работа еще и по привлечению молодых ребят именно работе в районах. У нас очень сильная урбанизация идет. И тут как бы тоже вопрос есть именно по сохранению языков и культуры народов, которые здесь проживают. Поэтому в этом плане я думаю, что нужно конкретно одного человека или по населению смотреть, да, это отдел ли это или управление на район, да, чтобы там люди работали, профессионалы конкретно занимались молодежью и работали с ними. И, конечно же, очень тесная работа межведомственная, чтобы мы работали с образованием, чтобы мы работали с Министерством труда, чтобы мы работали с Министерством физической культуры, и не только там Минстрой. Они же тоже очень много вопросов решают, именно проблемы молодых людей. Тоже та же строительство для молодых семей тоже через них проходит. Поэтому был бы человек, который отвечает вот за это дело, он бы вот, вертикальную работу, я думаю, проводил бы. И у нас в этом плане работа бы, ну, как бы, сдвинулась бы. Комиссару нужно, в общем, да? Я бы не сказал бы комиссара. Ну, я почему? Я абсолютно легко хочу сказать, что прошлый опыт, да, вот у нас... Чем страна была сильна и в гражданскую войну, и в Великую Отечественную войну. Да? Были люди, которые отвечали за умы. За идеологию. Даже. За идеологию. Я не считаю, что комиссар это очень плохо. Нет, вот смотрите, да, вот, это вот об одном и том же на самом деле. Я в самом начале говорил то, что надо разговаривать с молодыми людьми, работать с ними. Они у нас очень хорошие, они у нас патриотичные на самом деле. Но людей рабочих рук не хватает. Понимаете, вот в этом дело. Даже если у меня есть специалист, он, ну, как бы, его надо же учить. Его надо учить не всякий оратор. Да, и это должен быть профессионал с хорошей заработной платой. Вот мое видение вот, нашей работы. Можем обозвать это, да, комиссар, там, как угодно. Да, как угодно. Эмиссар, да. комиссар. Я да, но это должен быть сказать, человек, который работает с молодежью обязательно. И умеет. Хороший умеет, опыт да. был советский. Когда мы приходили с Афганистана, нас сразу в охапку брал комсомол. Ну, герои, ребята, вы должны на передовой. И я там еще ничего не умею толком туда-сюда. Ну, какое-то уже знание передавал, клуб десантника вел, ребят воспитывал. Я им рассказывал, потому что я вижу, что они с жадностью смотрят. Они не будут слушать чиновника или там какого-то физкультурника, который говорит о войне, который не знает про нее ничего. Вот. И вот сейчас ребята придут. И есть тут уже активисты, энтузиасты, которые бесплатно работают. Тут их надо поддержать. Патриотизм требует вложения государству. Государство должно понимать, что это не просто одна из важнейших, а если она признает, что это воспитание патриота, одна из важнейших задач страны, так давайте туда больше вылаживать деньги. Поддерживать энтузиастов, поддерживать ветеран, поддерживать все, что касается вот этого, где дает эффект. А не обязательно всех загонять и маршировать в камуфляже. Скрипач может быть тоже патриотом. Даже лучше, чем тот, кто в камуфляже бегает. На самом деле это так. Абсолютно согласен. Я
С точки зрения модератора очень хорошо оцениваю. У нас хороший, живой такой, неформальный разговор даже произошел, да. У нас же в конце 80-х тоже там неформалы. Но на самом деле говорить нужно вот на таком, на доходчивом, хорошем, понятном языке. И спасибо огромное, что в разгар рабочего дня уделили время для того, чтобы поднять одну из важнейших на самом деле, как у нас обстоят дела с патриотизмом. Да? И программа «Один из нас». Увидимся после небольшого перерыва. Темы будут такие же насущные. Это я вам обещаю. Увидимся.